hear me? Дима, где ты? I can hear anything. Окей. Жду Диму. Здравствуйте всем. Чалалан салам. Эльвира Америка Гичен. Hey! Hello. Hello, салам лиже. Всем здравствуйте. Видишь, у нас один человек нас смотрит. Подождем или как? Мы можем начинать записи уже, все равно люди будут слушать. Я даже не успел позавтракать. Прошу прощения. Да, да ладно, ничего. Время сейчас на стороне Атлантического океана 13 часов 2 минуты. Вот, 1:02 p.m. А у вас это будет 10 часов 2 минуты утра, да? Утро, да. Да, вот видишь, у нас пока нет никого, но пускай смотрят потом нас в записи, как говорится. Что могу сказать? Я живу здесь 22 года, ты живешь здесь уже сколько? 6 лет, да? Да, почти. Да. Скоро будет 6 лет, буквально через несколько месяцев. Когда поступаешь на работу здесь в Америке, то подписываешь очень много самых разных бумаг. Так ведь? Да. Ты ведь работаешь на американскую компанию. Да. Вот. И когда ты подписываешь эти все бумаги, все эти бумаги касаются законов и всяких разных, что можно и что нельзя. И один из таких вот законов, который, в общем, мы подписываем на работе здесь в Америке, это про, на английском звучит как sexual harassment, и в переводе на русский язык это про сексуальное домогательство. Вот. И для того, чтобы говорить вообще, сначала мы разберемся, что вообще такое это имеется в виду сексуальное домогательство с точки зрения вот юриспруденции. Вообще мы находимся в Америке, и мы говорим в данном случае про американский закон. Вот. Но так как мы родились и выросли в России, и мы также работали в России, мы немножко коснемся российского законодательства тоже. Так вот, здесь, в принципе, считается, что это сексуальное домогательство – это любое неуместное, непристойное предложение сексуального характера или же запросы сексуальных услуг и прочие виды поведения сексуального характера, которые обоснованно можно считать оскорбительными или унизительными для другого человека. Вообще, как мне объяснили, что, в принципе, сексуальным домогательством считается, когда тебе вот делают предложение, да, один раз, и ты говоришь человеку «нет, нет, нет, мне это не нравится», и человек, в принципе, он как бы должен приставать к тебе, вот. Один раз можно? Ну, вообще, ты знаешь, но сказали, что, в общем-то, то есть поведению, но, говорит, на работе даже один единственный случай могут посчитать как сексуальное домогательство. То есть зависит, где работаешь, законы
этой организации и правила, и также, в общем, законы штата. Вот. Тут вообще эта тема очень такая сложная. Ты живешь в Калифорнии, я живу во Флориде. У вас там в Калифорнии свои законы, а у нас во Флориде тоже другие законы. Если, например, и один штат другому штату где-то там работает, а где-то там не работает этот подобный, есть какие-то вот могут быть нестыковки, Ну, в понимаешь, любом да? случае, я думаю, что более-менее похоже насчет домогательства законов. Я думаю. Да, да, и я еще также хочу сказать, что вообще какие еще бывают эти формы сексуальных домогательств? Это физическое прикосновение к человеку, вербальное, то есть словесное высказывание, потом даже визуальное, посмотрела или же посмотрела не так, то есть чуть ли не проглотила или проглотил, знаешь, взглядом со своим. Вот. И сексуальное домогательство не только бывает вот между мужчиной и женщиной, но и также здесь в Америке бывает также между мужчиной и мужчиной, и также считается между женщинами тоже, женщина с женщиной. Вот. А, сексуальные домогательства могут произойти абсолютно где угодно, и те, которые, в общем-то, э, пострадали от этих сексуальных домогательств, могут, в общем, пожаловаться в зависимости, где это случилось. Если на работе, значит, соответственно, начальнику, а, и, в общем-то, подать судебный иск, если это очень действительно, как говорится, было это оскорбительным или же унизительным для вас. Вот. А, но всегда нужно помнить, и знать о том, что есть разница между, значит, сексуальным домогательством и флиртом, и комплиментом. Вот. То есть нужно знать эту грань. Если говорят тебе "you look sexy", это не совсем не значит, что человек там до тебя домогается. Это просто комплимент. Или же просто женщины, мы, например, женщины любим, как сказать, ну, немножко такой легкий флирт, такой ха-ха-ха-ха. Вот. И это тоже, знаешь, совсем не значит, что там что-то она там от тебя там хочет и показывает всем своим поведением там, домогается до тебя, вот. Вот. Но и ввиду того, что мы живем в Америке, у нас тут одни законы, а в России это сексуальное домогательство, в общем-то, понимаешь, что это, в общем-то, принуждение, в большем случае это принуждение к действиям сексуального характера. Ну, а тут вот именно это могут быть даже э, шутки с сексуальным подтекстом, это тоже считается а, сексуальным домогательством, физическое прикосновение, я уже сказала. Даже я, например, не знала о том, что и это у меня был случай, в общем-то, на работе. Это вопросы об интимной личной жизни. Если кто-то там у тебя на работе спрашивает про твою интимную личную жизнь, оказывается, это тоже like, hey, who are you having sex with? Like, понимаешь, да? То есть с кем-то ты вообще занимаешься сексом. Вот. Я Подобное. Даже, А? даже спросить, где ты живешь, вот я как таксист Uber, допустим, я не имел права спросить, а вы что, здесь живете, что ли? То есть это уже как будто намек на то, что я могу преследовать человека. То есть я не имел права спрашивать, вы здесь живете, что ли? Ну, Ну, скорее всего, да, наверное, безопасность еще, да, больше безопасность такая еще. да. Вот. Так что а, дело в том, что мы, родившиеся там в СССР и
там в России и приехавшие сюда, у нас абсолютно разный менталитет, и все из-за разности вот менталитета и из-за разности вот законов. Люди, которые приезжают, в принципе, сюда, они очень легко могут попасть в просак. Конечно. Очень легко. И таких случаев было даже а, очень много, когда, например, это ничего. Помнишь, мы как-то говорили с тобой о том, что здесь, в общем-то, очень близко не подходят, вот буквально метр-полтора друг от друга, и все. А если ты уж позволяешь там вот это вот прикасаться к человеку, то это уже как бы это воспринимается совершенно по-иному, ежели Ну да, вот человек, который приезжает, может быть, в России приняты одни нормы, что в России является как бы более-менее нормальным, приемлемым. Ну, я не думаю, что очень приятным для женщин, то здесь это уже карается. Как бы. То есть люди иногда, я даже напуганный этим, очень... Я мог в России делать комплименты, здесь я их не делаю, потому что, ну, страшно. Блин, а что тебе знать, может, у них там и комплименты делать нельзя, там, только можно сказать о предмете одежды. Нельзя сказать, вау, какой у тебя бюст шикарный. Тут не скажешь, да? Тут можно сказать, какое у тебя платье красивое, да? А ты знаешь, мне на работе один мужчина, он работал в другом бюро, а его жена работала в нашем бюро, и я себе связала было красивое красное платье, оно было достаточно таким вот с разрезом, и одевала это я красное платье, знаешь, такое с высокими на высоких каблуках, в общем, ну и дальше я не буду давать подробности, но, в общем, да, как говорится, мне могли сказать, что но он мне сказал, you look sharp, you looks beautiful. Прям при жене. Но даже комплимент он мне сделал, я сказала thank you и пошла дальше, но его супруге это не понравилось. И когда я утром здоровалась, там, на протяжении 3 месяцев она меня игнорировала вообще и даже не здоровалась со мной. То есть настолько... А тут, в принципе, даже не то, что домогательство, да, это просто вот, в принципе, был комплимент. Вот. Но так как он сделал это при ней, и это даже ей не понравилось, я, извини меня, я, знаешь, а, то есть, да, здесь это очень-очень-очень серьезно, и иногда даже доходят до такого абсурда. Люди доходят даже между мужьями и женами происходят кошмарные разбирательства такие. Не то, что там а, люди вроде, казалось бы, дружат, все нормально, все хорошо, что-то там, какие-то у них трения начинаются, разрыв, вот, и пошло-поехало. То есть начинает вот это вот домогательство, например, как это вот это sexual rumors, да, это начинают распространять это сексуальные слухи. То есть это тоже, в принципе, а, считается как сексуальным домогательством. Вот. То есть нельзя друзьям рассказывать про свою эту супругу. Ну, это Что там у вас некрасиво, ну, это вообще-то некрасиво, знаешь. Это, конечно. да, зачем выносить, как говорится, это ваше личное, это только ваше сокровенное. А, я уж не говорю там, обыкновенная там ссора, Не, простая вопрос какая-то. в том, что можно просто рассказывать, это некрасиво, а тут еще, может быть, и законодательно получить наказание, если вдруг... Очень даже, да. И еще также сексуальным домогательством считается, когда, например, а, один посылает другому свои фотографии, вот. Или же просит, я, мол, тебе послала, или же послал, теперь ты мне посылай. То есть, и когда человек говорит, мне это не нравится, прекрати это,
А если он еще продолжает, то это уже действительно считается как бы, а, на ну, за нарушением, вот. То есть закона. И ты знаешь, здесь в Америке прилично, можно получить, за это, в общем, за сколько дают за домогательство в США? Вот сексуальное домогательство, максимальный срок — это 1 год тюремного заключения. Но мы знаем, например, истории, с Вайнстейном. Это продюсер, да, голливудский? Вот. Это он, по-моему, Как до сих я. пор это, он до сих пор, да, это в тюрьме или Да, как? он же много, по-моему, получил. Ну, там не просто домогательства, там же изнасилования были. Да, а изнасилование первой степени от 5 до 25 лет тюремного заключения, а там у него очень много кейсов. Дальше, значит, изнасилование второй степени от 2 до 7 лет тюремного заключения и изнасилование третьей степени от 1,5 до 4 лет тюремного заключения. Да, и вообще, если честно сказать, иногда вот, как я уже сказала, что люди как бы дружат, да, то есть dating, они встречаются, у них все хорошо, но бывает, получается разрыв, и одна сторона начинает вот распространять вот это вот все эти слухи, вот именно сексуального характера, что он там или она, ты. Это тоже, понимаешь, касается вот это вот, как его сказать, входит вот в закон по сексуальным домогательствам. И за это тоже, в общем-то, а, или же распространение, например, они там занимались любовью и делали видео. Тогда, когда они сделали видео, они как бы это делали по обоюдному согласию. Это было у них как бы в архиве, и один из них, в общем, начинает это вот распространять. Очень. И это тоже распространение, в общем, тоже, входит вот это именно в уголовное, преследование. Вот. Так что, Так это что нельзя тема, выкладывать все, что есть, да? ну, это очень такая тема, щепетильная. Да, еще знаешь, что я хочу сказать? Вроде кажется, все хорошо, все прекрасно, ты общаешься с человеком, ты доверяешь человеку, да, но Придет пройдет некоторое время, там 15-20, там еще, может быть, больше лет, ты стал человек с именем, ты стал, может быть, человек респектабельный с деньгами. И ты знаешь, они тут начинают вспоминать, даже, может быть, у вас там ничего не было, но они могут тебе приплести что-то там такое, чтобы испортить вот твое честное имя, твою репутацию и сказать, да, он там ко мне приставал, у нас там, он домогался до меня, и приплести какие-нибудь фотографии, которые, в общем-то, эти фотографии, э, или же даже видео вообще не кстати. Вот. Но репутация уже, в общем, будет, испорчена, и доброе имя тоже будет испорчено. Так что очень нужно быть осторожным в этом плане. Не, Вот. ну да, то есть у нас ежегодно, если не каждые полгода на работе мы проходим, специальный тренинг, и мы отвечаем на вопросы, где разбираются вот эти ситуации. Вот что мы можем говорить в присутствии, допустим, в присутствии женщин мы не должны сексуальные анекдоты рассказывать. Да-да-да. Мы не должны обсуждать там какие-то вот. И вот нам дают ситуации, допустим, вот такая ситуация, вот правильно или неправильно. Мы отвечаем на вопросы. И каждый год вот, сколько я уже 3 раза проходил вот этот вот специальный, то есть что мы можем, что не можем. Показывать какие-то, даже, не знаю, переписку свою с другими женщинами или, то есть отпускать шуточки, то есть даже намеки какие-то. То есть, приглашать, допустим, больше, чем там 3 раза на свидание коллегу, да, вот как вы говорили, что нельзя. Ну, если нет, 1 раз сказала нет, значит все. Ну, насчет, например, приглашения на ужин, это совсем не считается, Нет, имеется в виду, что ты. если отказ, как бы, ну, пользование А, служебным положением, там, допустим, как бы, ну, как бы такое, что немножко давление
на сотрудника, допустим, что пошли на свидание там, иначе я И тебе там что-нибудь. или, если просто приглашать на ужин или же на обед, это еще совсем не значит, что идет какое-то сексуальное домогательство. Или, допустим, навязчивое такое предложение подвести до дома, там, допустим. А давай я тебя подвезу. Ну, человек отказывается, как бы, а тут как бы уже стокер такой получается, и он Да. везти тебя домой. Я говорю, то есть, ну, расцениваться может. Ну, мне, в принципе, все понятно было, но некоторые ситуации, которые, ну, казалось бы, вроде ничего такого, а там задумываешься, на самом деле для человека может быть неудобно. И, то есть, вот поэтому я говорю, немножко тут это, русские женщины, когда приезжают, говорят: "Мне не делают комплиментов". То есть А они потому что они боятся. да, они привыкают к тому, что в России, взгляды и И внимание, и или комплименты, и прощение. свисток. И А да, свисток, я даже свистеть не умею, честно сказать. Это тоже, кстати говоря, считается вот, таким вот некоторым сексуальным домогательством. вот. И Вот. поэтому, привыкшие женщины русские иногда чувствуют себя не очень, типа: "Ну как так-то? Вроде чё, я некрасивая, что ли?" Ну, то есть с непривычки, получается, что нет внимания. А мне говорили комплименты, но я вместо того, чтобы сказать иногда типа того, что там "спасибо", я почему-то всегда говорила: "Я знаю". Ну, не то чтобы совсем нет комплиментов, просто они снижаются, как бы, ну, люди боятся даже, не знаю, иногда боишься даже дверь открыть, женщине, потому что вдруг она феминистка, вот такой ор устроит, и, блин, не оберешься потом. То есть, Да, ну, особо у меня вот таких крупных, можно сказать, проблем не было. Вот. Ни нет, там, ни здесь, как говорится. женщина может обидеться, там, если ты платишь за нее в ресторане. То есть, ну это большинство, конечно, все-таки любят, когда за них платят в ресторане. А некоторые прям это могут налететь: "Ну чё я там не могу сама себе позволить, что ли? Я самостоятельная женщина". Ну, такое бывает Но тоже, слышал. бывает такое, но когда говорит: "Я сама вот заплачу", ну, ради бога, плати. Тогда можешь сказать, что типа, что, ну, если можешь и за себя заплатить, может, ты и за меня заплатишь. Вот это будет домогательство. Ой, да, менталитет другой, поэтому, м, иногда бывает сложно. Вот. А, просто нужно понять, что в чужом монастыре, как говорится, нужно жить вот. Не, ну я просто знаю, что некоторым женщинам все-таки нравится, когда ей говорят комплименты. То есть это приятно женщине, когда Это вообще-то не некоторым женщинам, вообще, большинство и большинству. нормаль большинству нормальным женщинам нам нравится, когда мужчины делают комплименты. Вот. Но, как я уже говорила, всегда есть грань между комплиментами и сексуальным домогательством. Одно дело, ты говоришь, "You look beautiful", значит, ты красивая, ты выглядишь замечательно. А другое дело, мне нравится в твоем платье, которое отражает твое, и пошел дальше там. Понимаешь, да? Вот. То есть, а нельзя ли нам там и дальше еще, понимаешь? То есть всегда есть вот эта вот, грань между сексуальным домогательством и между, значит, флиртом. И то есть это вот, между сексуальным домогательством и также вот этот вот, комплиментом. Вот поэтому, Compliments. когда этой грани, когда ты не знаешь, то лучше вообще уж ничего не говорить, чтобы не попасть в Да, да, да. А особенно еще можно попасть в просак, с нашими плохим, знанием английского языка. Вот. А это скажешь одно, pronunciation, значит, думаешь одно, а произносишь, и они слышат совершенно другое. Вот. И все. Например, факты, да, слово есть факты там. Э, я тоже это слово сказала, но у меня услышали совершенно другое слово по-английски. Я уж не буду говорить, ты уже меня понял. И хорошо, что у меня была старшая дочка рядом со мной, и она прям
тут же втиснулась в разговор, пока разговор пошел, как говорится, не совсем в другое русло, и она сказала: "Сэр, I have to tell you". Я должна тебе сказать. Она имела в виду, факты есть факты, а не то, что, говорит, вы услышали. Вот, потому что у него лицо сразу же очень сильно изменилось. Вот. Вот, она, говорит, имела в виду, говорит, факты, факты. Вот. То есть, да, из-за английского тоже очень сильно можно, в общем, погореть. Еще Вот. говорят, нельзя говорить I feel myself. Типа, это не очень красиво. I feel myself. Я до сих пор Что не же знаю, имеется? ну, типа, я чувствую себя, I feel myself, видимо, это что-то такое не очень приличное. I feel А я myself. даже не знаю, стоит ли мне вот сейчас вот спросить мужа, или я даже не знаю. Вот, ну, что значит I feel myself? What does it mean, I feel myself? Сидит, думает. It means just touching myself? And that's it? Это, слышишь, да? Ну, То есть, кто-то просто думает, что I feel myself, это типа я себя как-то ублажаю или что, типа, самое это. ну, не знаю. Но я недавно такое слышал, типа, надо мной, типа, чувак рассказывал, что надо мной смеялись, когда я говорил I feel myself. Ну, I feel myself, Но ну, вот. из-за английского у меня тоже, были несколько раз проблем. Я тоже не то сказала. Меня просто, ну, человек просто знал, что это не первый мой язык, даже не второй, и даже не третий. И тут же как бы он посмеялся и поправил меня. Вот. А, Он говорит: "Это you". Говорит. А я говорю: есть разница, говорю, между тем, что я сказала, говорит, даже большая. Говорит, то, что, говорит, ты сказала, говорит, такое чувство, что, говорит, он тебя, говорит, хочет, вот типа того, что. А, ну, Я не буду тоже Есть такое слово английское, уволить, как sack. Sack звучит. Ну, не знаю, может, британское такое. И у нас один тренер, когда говорил на английском языке о своем боссе, говорит: "He can suck me". Типа, он excuse может me, he can suck me. Он может, типа, но меня уволить. Ну, и все поняли, что а там слово sack. То есть он вместо сказал, то есть вместо сказал. He да, can да, suck да, me. да, 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 Про да. своего начальника. He can suck me. Так вот, скажешь одно, а там совершенно другое, и да, то есть легко-легко можно попасть Это как это? в неприятность. Вместо 666 3628, типа, секс, 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 free sex tonight. Такое. Я, Номер да, телефона так это. а, Секс, ты, секс, секс, free sex tonight. видишь, я еще и не знаю все эти такие вот дела. Вот. Ну или А, как это, э, у некоторых это, ну, именно произношение выдает это. Вот диетическое кола, они могут назвать ее не coke, а cock. Типа, I want cock. Yes, да, я уж тоже неправильно произносила после одного раза, мне там ха-ха-ха, и я стала говорить give me soda, сода. То есть я заменила это слово на свое так сода. В общем, где я знаю, что у меня произношение не совсем точное, я заменяю слова на синонимы, так, чтобы было понятно. Поэтому аккуратно надо с этими Да. делами. Кто-то А помни кто не поймет. а а помнишь, ты говорил, про случай, что что-то там с подмигиванием и помнишь? Да, то есть у нас подмигивание нормально, а я, своей, можно сказать, партнеру по съемкам подмигивание написал. Ну, увидимся, типа, и подмигивание, двоеточие, и это
скобочка. И она типа, Мгм. что ты ко мне тут это подкатываешь? Это ты что, домогаешься типа до меня, что ли? Я говорю, да нет, просто подмигиваю. Ну, увидимся, что. Она говорит, нет, Ага. так нельзя. Ну, я Sorry. обычный смайлик тебе. Так вот, в общем-то, все зависит, с кем ты общаешься, с кем мы общаемся, и иногда это, как говорится, можно попасть легко в неудобное положение. И не только в неудобное положение, а даже в очень неудобное положение. Ну, что теперь делать? Дома сидеть, что ли? Раз уж пошли в чужой монастырь, то надо как-то Учить. приноравливаться, да, к этим делам. Ну, попадешь несколько раз, ну, главное, чтобы не посадили. Я думаю, что если у тебя таких, как сказать, intentions не было, а ты можешь объяснить легко, что у тебя, ну, ты не со зла это сделал, да? Ну, Но подошла к мужчине и сказала I want cock. То есть, ну что теперь? I want soda. I mean soda. Да. Ам, Будем Между аккуратны. прочим, вот когда меня, то есть я не знала о том, что вот интерес, то есть вопросы об личной жизни, об интимной личной жизни, это тоже как бы входит в сексуальное домогательство. И когда вот меня спросили, who are you having sex with, я как бы поняла первый раз это вопрос, да, но внутри у меня было такое неприятие этого человека. Думаю, что ты вообще лезешь-то не туда, куда надо? Это не твое вообще личное дело. А вообще на работе я была все было у меня такое, все по бизнесу. Я вообще держала себя достаточно, ну, скажем так, что вот этот вот барьер у меня всегда вот стоял. Вот. Чтобы и со своим английским языком не попасть в такие неприятные ситуации. И не все, ты одно дело знаешь, и вот как вот ты сказал, чтобы лучше уж там спрашивать, лучше уж вообще ничего не говорить, будет это так лучше. Вот. Тогда вот на ее вопросы там я была разведена, это то, что они знали, но я жила со своим, все еще мы с бывшим мужем и жили вместе, но я не рекламировала свою личную жизнь, и все, что они знали на работе, это только то, что я разведена, у меня 2 детей, вот. А где я живу, с кем я там живу, что я делаю, я вообще не, как говорится, приносила свою личную жизнь, свои личные проблемы на работу. Это для меня как-то нет, вот, понимаешь? И когда она меня, то есть первый раз она когда спросила, я как бы прикинулась дурочкой, как будто бы я ее не поняла, и, в общем, я такая, и что-то там начала говорить вообще это самое, как бы в одно ухо вошло, в другое вышло, да, вот. Но ты знаешь что, вот она, наверное, через неделю или же через 2 недели повторила мне этот вопрос. И я ей на этот вопрос уже, знаешь, что я сказала? With your husband. Ты знаешь, а она перестала со мной разговаривать, не разговаривала со мной на работе аж 3 года, вот. Чему я была, в общем-то, рада. И я еще добавила, что if you will ask me third time, and this is your second time, you will be in a very big trouble. Вот. И ты знаешь, ей не понравился мой ответ, явно. Ну и плюс то, что я ей сказала, что, ты знаешь, это было уже твое вот второй раз, вот у тебя будут, в общем-то, проблемы. Наверное, вот поэтому она как бы держалась от меня подальше. И, ну так, да, иногда люди вот стараются а, злоупотреблять твоим вот положением,
именно то, что они думают, что ты там иностранка или же иностранец, и с другой стороны ты не знаешь законов, у тебя там то все другого нет, а дай-ка я там тебя поставлю вот в неудобное положение. Вот. Но выучить можно все. У нас там идут приветствия на иностранном языке. Трансляции. Салам лиже, говорят, салам лиже. Ау, салам лиже, здравствуйте, здравствуйте. Ирина Михайлова, салам лиже, и Татьяна Алексеевна, салам лиже. Порукас лиже, пагалам илташлак. У нас сегодня тема такая очень щепетильная. Мы говорим про сексуальные домогательства в Америке и также в Да. России. Домогаются Вот. ли до вас, Ирина и Татьяна? Да, напишите, пожалуйста, и кто домогается. Вот. Ну, это вообще-то в России, наверное, это очень часто такое явление, особенно люди с положением, люди с деньгами, они иногда думают, что могут все купить и всем, не уважая никого и ничего. Вот. Мне пришлось как-то позвонить одному человеку в России, искала я родственников, и э, мне задали вопрос: как ты там живешь? Это было довольно-таки, наверное, через год или два. Я только прожила вот в Америке, и говорю, нормально все. А как там? Вот ты думаешь, типа того, что я, говорит, там выжила, типа того, что, ну, это вообще-то был мужчина. Он говорит, как ты думаешь, я бы, говорит, смог бы там пожить вообще в Америке? Ну, зная этого человека, я очень быстро ему сказала, что я говорю, ну, ты бы, наверное, уже, говорю, не первый год сидел в тюрьме за сексуальные домогательства. Он такой говорит, да ну. Я говорю, да, вот. Я ему рассказала все эти некоторые эти случаи. Я говорю, ты знаешь, я говорю, здесь не только, говорю, вот то, что, говорю, вы в России позволяете там прикасаться к человеку, позвонить и предложить там еще там что-то. Я говорю, здесь даже взглядом нельзя человека как бы обидеть. Вот такое. И, в общем, он сказал, что, говорит, слава богу, что я, говорит, это родился, типа, и живу, говорит, в России. Я говорю, ну, вот так вот, Ну, тут даже наверное. вот, приехал недавно иммигрант, ну, месяц назад даже. С И, какой страны? ну, с России, не знаю, или с Грузии, неважно, ну, с нашей, постсоветский человек. И он Ага. говорит: "Ну, я в парке сижу там, и мы его предупредили: ты, в парке сидишь, ты к детским площадкам не подходи Мгм. близко, потому что, ну, могут быть проблемы". И Да. буквально на следующий день к нему, говорит, полицейский подошел. Он-то же Мгм. не чё плохого, я сижу, говорит, смотрю на детишек, как играют. Говорит: "Нет". Подошел полицейский, И пошел сказал. проверять документы, что: "А чё вы здесь делаете?" Ну, типа, Да. нельзя находиться рядом с детьми, ну, в смысле того, что это может быть как какой-нибудь этот товарищ. То есть для нас, для нашего человека это удивительно. Ну, что я такого делаю? Сижу рядом с детьми, тут как бы, ну, в парке отдыхаю. Нет, Вот нельзя. в отношении детей здесь очень сильно карают. В отношении, особенно сексуальных домогательств, именно, особенно к детям, это вообще, вот. У меня даже приходит, допустим, электронное письмо, типа: "В вашем районе поселился человек, который ранее был там либо наказан, либо подозреваем в сексуальных домогательствах к детям". Кстати говоря, да, у нас тоже такое же есть. В общем, там можно подписаться, и они прям тебе, могут прислать его фотографию и Да, все-все-все, фотографию, вот, цвет, имя, фамилия, все, в принципе. все подноготную, где живет, там, как он выглядит,
всю информацию. И будешь знать, в общем, ты идешь в магазин и вдруг случайно там встречаешь, что-то я там припоминаю, так, о, ничего себе. И ты знаешь, что преступление сексуального домогательства против детей, да, это здесь очень сильно карается. Я считаю, что это правильно. Вот. Эм, Они, если что-то там, какие-то э, статьи криминальные могут из твоей подноготной убрать, да, в отношении детей или же там вообще вот, в смысле, касающиеся там сексуальных домогательств, а, это могут в архиве этого человека может быть вообще всю жизнь. И Да. они никогда не уберут. Вот. Причем даже не только домогательства просто, а просто, допустим, хранение каких-то там, не знаю, изображений. Фотографии, да. Если человек никому не пристает, но он уже в базу попадает как вот хранитель, что-то такого. То есть у него уже Да, наклонность какая-то. здесь очень-очень серьезно, и, в общем-то, я считаю, что это правильно, потому что это Э, закон должен, как бы государство, закон должен защищать права детей особенно, и независимо там мужчина ты или женщина, ну, то есть я уже как раньше говорила, что сексуальное домогательство это не только считается как вот между мужчиной и женщиной, но и между мужчиной и мужчиной, и женщиной и женщиной, это то же самое считается. Надо еще сделать карту этих домогателей. Кто Они, если, да, кто если вдруг хочет, тот поближе к ним селится там. Район домогателей. Может, кто-то, женщины страдают, наоборот, ну, кто-нибудь уже, домогитесь уже. ну, мне кажется, это, знаешь, чисто вот психологическая такая болезнь, даже, можно сказать, сексуальная такая болезнь, которая то ли лечится, то ли не лечится. Ну, некоторые люди, так говорю, хотят, чтобы до них домогались, как бы. Страдают от недостатка домогательств. Ну, Есть такие. это, может быть, страдает от невнимания. Ну, в Вот, смысле, да, конечно. Не от домогательств. да. Ну, от заботы и от невнимания у нас многие люди как бы страдают, но, и, как говорится, всегда есть разница, вот эта вот та грань между заботой и вниманием и домогательством. Вот. Ну, они уж там разберутся, если есть взаимная симпатия уже, что это. Взаимо Да, друг друга, да, это, как сказать, полюбят друг друга до в домашнего. общем, здесь в Америке с сексуальным домогательством очень все серьезно. Вот. Да, И с ещё- другим домогательством тоже не это. То есть я говорю, что и по сексуально нельзя домогаться, и национально нельзя домогаться. Даже дату рождения и то вероисповедание. нельзя домогаться. Даже твой иммиграционный статус нельзя домогаться. То есть, по идее, вот у меня всегда спрашивают, когда на работу искал, допустим, типа: "А у вас какой статус, в стране?" Нет, но ты знаешь, это нормально. Нет, они по закону, вот я не знаю, калифорнийские, они не имеют права спрашивать. Вот, может быть, у нас такое, что они не имеют спрашивать. Ну, право, но есть право на работу и все. То есть это, иммиграционный статус, типа, гражданин ты там или грин-карта у тебя, ну, типа, можно не отвечать на этот вопрос. Скорее всего, просто сразу могут спросить просто документы. Какие документы ты можешь Документы в представить? любом случае, да, предоставить надо будет. Или, допустим, меня удивляет, почему всегда национальность спрашивают. То есть кто ты там, латинос или, не знаю, А в я каждом, говорю а я всегда говорю: "Мари, ну, I'm это понятно. from I'm from the Republic of Mariel". А потом они уже спрашивают: "А где такое находится?" И я говорю: "Ну, это вот находится внутри России". Это, говорит: "Ты что, ты говоришь на этом языке?" Я говорю: "Да". Я говорю, мой родной язык марийский, 2 говорю русский, и потом
пошло-поехало. Потом там еще есть, говорю, немецкий, там еще есть итальянский, там еще есть, говорю, латинский, ну, теперь, говорю, английский. На скольких ты языках вообще говоришь? Ну, так, говорю, вообще на 3. Вот на родном, говорю, на марийском, на русском языках. И теперь вот, говорю, живя в Я могу Америке, я могу молчать на на всех 25, языках, да. да. Ну, я На, 25 только. на всех языках мира, да, Да. молчать. Вот. Не, на все я не освоил, а вот 25 могу. По чуть-чуть везде. Поэтому это очень удобно, как бы. Иногда вот некоторые, Молчание да, золото. даже этим пользуются. В смысле, в смысле, одна женщина вот во время войны уже, почувствовала, что ей как-то с ней плохо в магазине обходятся, не обслуживают. Она говорит: "Это что, потому что я русская, что ли?" Не-н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 е. Такая сразу. Ну, то есть, Ну, перегибают. Да. такое, это тоже бывает. У меня тоже было такое чувство. Вот. Это давным-давно еще, когда я работала в гостинице. И, В общем, домогаться ни по каким признакам нельзя. ну да. Или все у нас говорят: "Вот вчера, да вас же депортируют, вас же нас депортируют чё, должны только потому, что мы с русским паспортом, что ли?" Так не работает Нет, здесь все по-другому. в государстве. То есть нельзя просто так взять и бесправно кого-то отправить куда-то, депортировать. Если уж депортируют, то по решению суда, наверное, да? Или каким-нибудь там серьезным нарушением. Да, это какое-то нарушение закона должно быть такое серьезное. Серьезно. Да, либо ты несешь угрозу государству, либо там серьезные проблемы должны быть. Вот. А, А если у тебя ты работаешь, ты платишь налоги, ты не нарушаешь законы, у тебя даже нет вот э, этих tickets за вождение, да, то в принципе проблем не должно быть. Вот. ну, за вождение А не к- выгонят. кроме того, они еще спрашивают на работе вообще твой вот этот вот, как ты работаешь на работе, как ты вообще в обществе с людьми. Вот там тебе, может быть, только кажется так, что за тобой никто не смотрит, за тобой никто не наблюдает. Сразу видно, кому хочется, кто работает, кто, понимаешь, приносит, как говорится, что-то к столу. А кто-то сидит вот у государства на халяву. Как, вчера сказали, и мне понравился твой ответ, а те, которые не работают, налогами не облагаются. У меня, в принципе, я это как бы сказала тоже, но ты это озвучила это. Вот. Вот. Не, ну а чё, как это говорится? Ой, в Америку не поеду, там налоги высокие, 50% можно платить налоги. Я говорю: "Да дай бог тебе такие налоги платить. Если ты 50% платишь, значит, у тебя доходы там, я не знаю, сотни тысяч долларов в год, под миллион там. Да, говорю, всем бы такие налоги платить, а то, ой, ведь страшно туда налогами обложат". Да нет, нет, Господи, да. ты Если это слишком высокого о себе мнения, что будешь 50% налогов платить. Я так могу сказать. Конечно, чтобы это у меня зарплата, когда я работала на штат Флорида, была достаточно маленькая, знаешь. Но штат Флорида мне платил вот это вот все за benefits. То есть за отпуска у меня было 176 часов отпуска. Это достаточно много. И 104 за больничные они платили. Еще был день, 8 часов рабочего дня, как персональный день они платили. Ну, вообще, мне очень нравилось работать на штат Флорида. И работая на штат Флорида, я э, просто по работе приходилось мне встречаться и познакомиться с очень такими, с известными и респектабельными людьми. Не, ну, Вот. бюджетная работа, я говорю, здесь и полицейский, и
и пожарный, и учитель, ну, очень хорошо живут на государственных бенефитах, то есть и медицина, и Э, как только я ушла, и как-то повысили еще там заработную плату для работников штата, я говорю: "Блин, не вовремя как". Я говорю: "Ушла-то". Я говорю: "Может, я на работу, говорю, возвращусь?" Она мне говорит: "Нет, у тебя вон, говорит, есть рядышком со мной работа". то Вот. штурманом, да? Ой, да, я Штурман не иногда платят, что ли? нет, не платят. Я говорю, иногда я подсказываю, говорю: "Зеленый свет-то", говорю, "уже ехать пора, типа того, что чё сидишь-то?" Ну, грузовик же он большой, не сразу дернешься. Говорит: ты, говорит, сиди, говорит, это, типа, кош-штурман, говорит, сидишь, мне подсказываешь". Говорит, типа, делай свое дело. Вот. Правильно. Ну, можно же это загуглить там, где стояночка получше, где ресторанчик получше. Это же тоже помощь, правильно? Чем сидеть за рулем там это. Да. А бывает так, что устает, и мозги немножко уже отключаются. Я говорю: "Слушай, ты ведь, говорю, не остановил". Я говорю: "И на красную штучку свою, говорю, нет, не дернул". Вот. Говорит: "Ты точно. Это хорошо, что ты, говорит, тут рядышком сидишь, и ты следишь, типа того, что". Можно Ну да, за руль подержать, да? Нет? Нет? Нельзя? Не э, дают? нет, запросто я могу, вот. Но я как бы не суюсь, потому что немножко подсказываю, вот. Не, ну если почесаться надо там двумя руками. Ну, один раз он, на улицу выходил, и на улице было очень холодно, и он, одел было такой long sleeve, вот этот вот свитер. Он начал, ехать, и ему стало жарко, и он начал, снимать, вот. И ему было тяжело как бы ехать и снимать с себя, в общем, свитер. Ну, я ему помогла. Я говорю: "Давай, ты это, едь". И я очень быстро говорю: "Свитер, говорю, сниму с тебя". Вот. Так что, да, время от времени, так как, потому что мы вместе, мы все равно приходится время от времени чем-то там, что-то там говорить, что-то там подсказывать. А вы Вот. спите вдвоем в траке? Или Да, нет, места э, хватает? места хватает. Это достаточно большой. У нас 2 холодильника. Один работает как этот, как его, Зельник? как морозильник, а другой работает как холодильник. И мы дома, когда готовим, у нас есть коммерческая такая вакуумная, машинка, которая упаковывает. И вот мы там упаковываем достаточно вот своей домашней приготовленной едой, и потом вот только мы разогреваем, и все. У нас есть вот rice cooker, оно прям, и там мы и готовим, и разогреваем. В общем, у нас на приготовление, наверное, пищи, уходит там между 15 минутами и 30 минутами, Туалета полчаса. нет в машине? Есть. То есть можно и никуда не останавливаться и пойти? Да, мы потому что это такая работа тяжелая, я тебе хочу сказать, что потому что, во-первых, Америка, она, эм, природные условия очень разные. Зимой в таких штатах, как Норд-Дакота, Саут-Дакота, Северная Дакота, Южная Дакота, очень бывает холодно, до -38 по Цельсию может дойти. У нас такое было. Вот, и мы ломались. И хорошо, что я такая, знаешь, в Мариэл выросшая, знаю, что это такое, и я ему связала достаточно такой, свитер из, шерсти такой, вот. Кроме того, у нас вообще мы подготовлены ко всем таким вот, ам, неприятным неожиданностям, как, например, сломаться либо при очень жаркой погоде, либо при очень холодной погоде. Вот. А, в одной компании, где мы работали, мы сломались, было в Калифорнии. Температура была +115 по Цельсиусу или по Фahrenheit. Но было очень жарко, и у нас Договорились. это по Фahrenheit, да. И они, там, в этом грузовике у нас было не так, как здесь. Там был,
Короче, они нам не разрешали, типа того, что, они вот знаешь, вот все равно некоторые компании бывают хорошие, некоторые компании бывают плохие. И эта компания была плохая, которая, в общем, они думали только о своих личных выгодах. Вот. И они нам не разрешали вот этот вот, это не кондиционер был, это генератор, Мгм. Генератор. да, он стоял у нас, и нам они не разрешали пользоваться этим генератором, который, в общем-то, все равно делал вот этот вот холодный воздух. Вот. Говорит, не пользуйтесь генератором, типа того, что я говорю, слушай, даже и не слушай, ты, говорю, в первую очередь ты сам себе должен быть CEO. Говорю, сам себя не пожалеешь, сам о себе не будешь беспокоиться там. Это, я говорю, извини меня, он, говорю, не сидит при этой температуре. У нас, кроме того, еще достаточно очень много воды, и некоторая у нас вода находится в холодильнике, и, естественно, тогда нам вот мы выжили, можно сказать, мы сидели 3 часа при температуре 115, знаешь. Это вот это вот прикладывали с холодной водичкой и себя, как бы, как говорится, это, охлаждали холодной водой и вот это вот холодной тряпочкой с холодной водой. Вот. А когда мы остановились при температуре -38, и у нас даже вода, замерзла, прям ледяная стала, мы опять вот выжили. То, что вот, мой опыт жизни в Мариэл, тоже он мне, в общем-то, помог, что мне нужно делать. Ты говорит: "Холодно". Я говорю: "Блин, у тебя там свитер есть". Я говорю: "Ты что взяла, что ли, свитер?" Я говорю: "Да". Как бы, знаешь, уже думаешь, а какие еще могут быть неприятные моменты. Кроме того, западная часть Америки, Юта, Невада, Аризона, Оклахома, Техас. О, иногда ты знаешь, какой сильный ветер. Где там Света-то у нас живет? Э, Предлагала наш Пеледыш Парем-то у нее провести. Солт-Лейк-Сити, Юта? Нет, Колорадо? Колорадо, да. Там, знаешь, такие ветра, аж даже большой грузовик, это для ветра, это, знаешь, вот это вот какая-то пушинка, и это сбрасывает прямо, и нужно уметь вот этот вот с таким ветром управляться. Если хорошо, если у тебя вот грузовик, то есть прицеп у тебя он тяжелый, где-то 40 тысяч примерно, или даже тяжелый он у тебя. И как бы ты можешь удержать вот этот вот грузовик нормально. А бывает так, что если ты, в общем-то, легкий у тебя груз и может вообще положить тебя сразу же на бок. В общем, работа очень тяжелая. Эта работа не для всех. И плюс, очень многие семьи, они, вот мужья, они ездят со своими женами. Я тут не одна такая, которая там вот ездит со своим мужем. Потому что эта работа такая, что ты уедешь, ты думаешь, ты там уехал на 2 недели, на 3 недели. Вообще планировать ничего невозможно с этой работой. Вот. А, Может там разные случаи вот случиться, либо грузовик может сломаться. Можешь попасть, в это самое, в трафик, как вот мы на Пеледыш не попали, потому что мы хотя и выехали, и ваш Лос-Анджелес просто так он вообще не любит ваш Лос-Анджелес вообще. Он говорит: "Кошмар просто", говорит, "Калифорния". Вот, так что он не любит Нью-Йорк, он не любит Майами, в общем, Атланту. Там, потому что вот в этих вот, во всех этих больших городах это, очень загруженность этих автомашин, грузовых этих вот автомобилей этих. И еще
хочу вот просто сказать, что когда вы едете по дороге и едут грузовики, давайте дорогу грузовикам. Почему? Потому что даже машину нельзя остановить моментально в случае необходимости. А если ты грузовик, едет он очень же тяжелый, где-то 80 тысяч уже все вместе, как получается. И ты там, понимаешь, ну, очень тяжело остановиться, и поэтому не надо, как говорится, с грузовиками как бы тягаться. Вы не будете победителями. Вот. Это очень работа серьезная. Очень, очень, очень. И природные условия влияют, и человеческий фактор влияет. То, что по каким-то новым законам они приняли то, что раньше, по-моему, они чуть ли сейчас, по-моему, там 18-летних или 21 года они и могут начать работать как водители грузовиков, этих вот траков. Я просто не люблю употреблять этих английских слова, когда я разговариваю по-русски. Вот. Truck drivers по-английски, водители больших грузов, да. Природные условия. Ты должен быть физически очень здоров, потому что приходится выходить на улицу и сцеплять там, крутить, вертеть и вообще разбираться в грузовике, где-то там что-то ты слышишь звук не тот, он сразу по звуку, например, очень хорошо распределяет, понимает, что-то там не так, вот, какие там проблемы, вот. Даже видя другого человека, он может сказать, он на телефоне. И так и есть, хотя водителям грузовиков, в общем-то, не положено сидеть вот, знаешь, ехать вот с телефоном, держать это самое, да, и... Никому не положено. Ну да, это вообще во многих штатах уже закон изменили. Они имеют только так вот, то есть должно быть вот этот Bluetooth, чтобы руки были свободны для вождения. В общем, это серьезная работа, и эта работа не для всех. Вот. Ну, платят, говорят, неплохо. Но оплата идет от 48, ну, идет либо за груз, смотря какая компания, либо за мили. За мили начинается где-то 48 центов за миль. Вот. Но у нас намного больше, потому что он у меня уже с очень большим стажем. Вот. Надежный. Но ты, когда начинаешь на новую компанию, ты там все начинаешь с нуля. Тебе вот, знаешь, никто не даст там... Крыша – это 70 центов. Баром внизу вот начинающие там начинают 48 центов. Вот. Но ты когда начинаешь, они не дают тебе сразу же 70. Там ты должен еще проработать без всяких аварий. Вот. И иногда аварии происходят, знаешь, не по твоей вине. Например, если скользко, и ты, знаешь, по инерции проехался по льду, и это случилась какая-то там авария, они все равно это все рассматривают. Вот. Ну, в общем... Какая авария была? Excuse me? Какая самая большая авария была у вас? Thanks to God, nothing. Ну, маленький инцидент какой-нибудь же был же где-нибудь, что-нибудь. Ну, инцидент, олень запрыгнул прямо перед нашим носом. Мы хотели его как бы оставить его живым, но у нас не получилось. Ну что, его съели? Ну, нет. Это было зимой. Ты знаешь, он бы был бы вообще-то нормальный. Ты знаешь, обратно мы поехали, уже нет, уже кто-то подобрал его. Кто-то съел.
Да. Но ты знаешь, он нам испортил вот этот вот, как это вот самое внизу, вот этот вот висит, вот. Бампер? По-моему, да, Юбка? да, типа этого, в общем, то ли она у нас оторвалась вообще конкретно, или же она помялась, в общем, э, это было. Потом еще у нас по инерции, это он на парковке был, и по инерции по льду он как бы назад мы, это самое, и внизу, вернее, не внизу, а сзади грузовика есть это вот тоже такая вот, ну, в общем, такие незначительные. Хорошо. Молодцы. Да. Да. Но и ты знаешь, когда ты ездишь без разных аварий, они тебя оценивают очень по достоинству. Плюс техосмотр, когда практически, знаешь, водитель, он отвечает за свой грузовик. То есть как он отвечает? Если что-то там непорядок, там загорела лампочка и говорит там, это непорядок, то непорядок, он должен тут же сообщить компании и должны принять меры и исправить, в общем, проблему. Вот. То есть если и время от времени, это я уже говорила, в принципе, у меня там есть на моем вот канале 4 видео про его работу. И если, проходишь техосмотр, там любой, транспортный полицейский, вот, полицейские тоже бывают разные, у грузовиков там тоже свои, они останавливают, и они устраивают вот этот вот осмотр, вот. Нажми там на газ, нажми на то, примета сбить шордом — это Калинини, обязательно Денис. Вот. А, когда проходишь вот этот вот техосмотр, очень хорошо, они тоже дают тебе единоразово вот это вот $25. И потом, когда они рассматривают, они постоянно вообще-то повышают заработную плату. 1 цент, 2 цента, 3 цента. У нас такое было постоянно. Он говорит: "О, мне зарплату повысили". Я говорю: "О, мне зарплату". Я говорю: "Что-то очень часто". Вот это говорит, понимаешь, когда они повышают зарплату, они тоже смотрят, вот насколько человек, он серьезен в работе. Они даже смотрят, насколько ты там вовремя приезжаешь и выгружаешь груз, насколько ты вовремя тоже получаешь груз. Вот. Вот этот вот ам, working, как это вот, habit, not habit, working, Attitude. Не знаю. ну, в общем, отношение к работе тоже смотрят. Вот. Отношение к работе, как ты относишься к своему грузовику, ам, сколько там у тебя аварий там были, какие были аварии, какие были проблемы. Ну, в общем, там все рассматривают. Вот. В общем, эта работа совсем не для всех, и эта работа, это легко говорить, что там много платят. Вообще, если он сравнивает то, что там было 30-40 лет тому назад, это, говорит, не намного изменилось. Тогда, говорит, мы хорошо действительно как бы получали, а, говорит, а сейчас, в общем-то, а, И понаехали всякие там иммигранты, теперь работают это гораздо. нет, это ладно, иммигранты. Понимаешь, как бы если ты хороший водитель, ты можешь на любую компанию, в любую компанию устроиться. Вот. А, кстати, очень много женщин и водителей, и они тоже все очень разные. Некоторые, ты знаешь, вообще у водителей, ну, конечно, очень много, вот вы вчера заговорили о том, что профессиональные эти проблемы как бы со здоровьем начинаются, потому что, да, на самом деле, вот я сижу уж с который год, да, но мы с этим как бы справляемся. Ам,
2 раза в день мы ходим по 15-20 минут. Вот. Есть же специальные остановки, это называется truck-stop, то есть специальная остановка для грузовиков. Есть специальные остановки, которые называются rest area, то есть это там, где и грузовики могут остановиться, и там и для автомобилей. И я скажу, что в Америке это очень красивые места специальные. Это, например, когда ты выезжаешь и заезжаешь из одного штата в другой штат. И мне особенно а, запомнилось такие, это ресторы, например, в Лоредо, Texas, это недалеко от Мексика, от страны Мексики. Вот у меня есть и короткое видео, и длинное видео Лоредо, Texas. Это вот ресторы очень красиво, мне понравилось. Потом также мне понравилось в Саут-Дакота, там стоит такая статуя индийской женщины, Лакота и племен. Это женщина племен Лакота и Дакота. Вот. Это я даже, увидев вот эту вот статую, подумала, что вот в принципе, да, вообще, живя в Америке, я увидела очень многое, которое я бы переняла бы и за пример бы взяла бы и как бы предложила бы в Мариэл. Вот. Вообще, в очень во многом, то есть вот это вот вот это вот ресторе в Саут-Дакота, вот это вот с этой женщиной, она как бы накинула на себя вот это вот, у меня тоже есть это видео, она как бы накинула на себя это накидку, вот, а, и это как бы на пригорке она стоит, а там внизу вот река Миссури, вот, и дорога, и там такая красивая природа, и там еще, когда вот заходишь вовнутрь, как практически получается, что ты попадаешь в какой-то вот в дом-музей. Вот. А, там, но очень интересно, очень информативно, очень поучительно, и мне вообще нравится работа мужа. Да, да, очень много полезного можно. Во-первых, мы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю вместе. Вот, мы очень многое видим, у нас есть что сравнить. У нас даже несмотря, как бы живешь вот в одной стране, да, но есть большая разница между, а, стороной Atlantic Ocean, то есть стороной Атлантического океана и вашей стороной, э, это, как его, Тихий Ти океан. Тихого океана, да. А, нам больше всего нравится North California. Это где, река и гора, озеро Шаста, Лейк Шаста. Лейк Шаста, Маунт Шаста. Вот если у тебя будет возможность, у вас будет возможность, как-нибудь садитесь в машину, посмотри Лейк Шаста and Маунт Шаста. Вот, могу скинуть информацию. Очень там красиво, очень красиво. Вот. Даже летом едешь, да, казалось бы, ты видишь, ты находишься в лете, но гора, там, знаешь, на горе это самое, вот, ну, снег лежит, вот. И можешь запечатлеть фотографию, как бы цветочки там цветут, и гора, на горе снег. В общем, как бы сразу несколько Года. этих сезонов, да, несколько сезонов можно увидеть. Ну, в общем, ну и встречаешься с абсолютно разными людьми. Опасная эта работа. Я не только говорю в том плане, что ты должен иметь глаза, вот смотреть там глаза сюда, 2 глаза сюда и 2 глаза сюда. Нет. На трак-стоп, да, на остановках для таких и бывают случаи, что можно Насилуют наткнуться. на сексуальные И такое тоже бывает. Они, проститутки здесь ходят и предлагают
Вы Вот. вежливо отказываетесь, да? Ну как, она меня не видела, что я тут сижу, и подошла, говорит: "Тебе, говорит, компания не нужна?" Он он говорит: "У меня уже есть своя компания". Легальная, говорит, компания у меня есть. Она такая сразу говорит: "Sorry", и ушла тут же. Вот. Но некоторые, они вот это предлагают, из-за этих, а, ну, они принимают наркотики, вот. В Штатах такие, как это очень все это распространено, э, в Аризоне, у вас в Калифорнии, в Колорадо, Washington and Oregon. Вот. А природа, да, природа просто очень разная. Мне нравится Аризона, мне нравится Юта, эти огромные горы. А город в Юте, вот этот вот, столица штата Юта, Солт-Лейк-Сити, ой, как там красиво. Тоже туда посоветую. Это, ты знаешь, ты сразу же как-то вот встречаешься с культурой вот этой вот религиозной группы мормонов. Вот. А, Опять же, законы есть писанные, законы есть неписанные. Я когда готовила, то есть, понимаешь, все-таки вот это вот то, что мы ездим по работе, он делает свою работу, а то, что я делаю еще YouTube видео, и делая YouTube видео, я как бы, знаешь, начинаю листать и информацию находишь, ищешь, и очень много узнаешь. Вот. Очень интересно, то есть это как бы потом, когда пишешь эти скрипты, тоже иногда, то есть бывают затруднения в русском языке или же в марийском языке, и какое же это самое, я помню, раньше оно не склоняется, а я взяла, да, и просклоняла в одном из своих видео. А потом думаю: "Господи, так это же неправильно". Вообще видео выкинула, и заново сделала, в общем, ну, чтобы это. Ну, это, в общем, мне нравится. В том плане, что это не только мы вот получаем фан, это то есть еще очень встречаешься с людьми, разные тоже люди бывают, некоторые бывают очень умные и интересные, люди, которые там, например, отработали много лет где-то уже, и тут решили тут с женой, там, с супругой тоже так же вот, как вот мы, быть вместе. У нас, говорит, дети тоже выросли, нам как бы дома неохота сидеть, и мы вот занимаемся вот это грузоперевозками. У некоторых, у очень многих свои личные грузовики, но это много таких вот. Но мы лично предпочитаем работать как бы на компанию, потому что если грузовик у нас сломается, у нас это будет проблема компании, а не наша проблема. Вот. Страховку тоже нам платят через компанию, на которой мы работаем. То есть, если мы сломались и нужно нам стоять там в гостинице, опять не мы сами платим, это за гостиничные номера, причем хорошие гостиничные номера, платит компания. Вот, у нас хорошая компания, поэтому как-то нам, нам нравится. Мне лично нравится. И я своими делами занимаюсь. Тут у меня и вязание, и видео. Я ищу также на телефоне через отвечаю. О, говорит, кто-то там пишет: "Дядя Дима". О, дядя Дима. Для кого это ты стал дядей Димой? Вот. Не знаю. Да. Это название K-A. компании ООО "Дядя Дима". О, дядя Дима. Вот. Так что это работа серьезная, это работа сложная, но есть, как и в любой работе, есть плюсы и минусы. Вот. Очень много женщин
Некоторые, как и мужчины, выглядят очень по-разному. Некоторых прям видно, что нет. Здоровье нужно, конечно, колоссальное для этой работы. Это не так-то просто. О, да что там, сидишь и едешь, только эту баранку крути, верти, ничего подобного. Вот. Это баранку крутить тоже нужно крутить с умом и с головой. Вот. Реакция еще должна быть очень быстрая. Вот. Это не для всех работа. Понятно. Вот. Тяжелая работа. Поэтому я там не работаю. Ну, каждому свое, как у меня мама, когда поняла, она увидела, что я физически не очень-то, говорит, типа того, что, говорит, знаешь, вроде, говорит, Господь Бог дал тебе, говорит, мозги, так что, говорит, иди учись, говорит, и, говорит, работать, говорит, делать, говорит, как бы работу с мозгами, говорит, как бы легче, ежели, говорит, на холоде пойти, говорит, там и рубить лес при минус там 40. Это она мне говорила про жизнь, как они выживали во время Великой Отечественной войны. Они же у меня очень-очень-очень-очень взрослые. Меня родили. Я же последняя, 42 года им было, и они пережили Великую Отечественную войну в подростковом возрасте. И они мне говорили, что они ели в это время, и что они пили, как они вообще выживали. Я очень многое от них слышала. Вот. Поэтому я как бы ценю свою жизнь и благодарна Богу, что моими родителями именно вот они были, очень многому научили, и весь этот вот, все это знание, которое они мне дали, все это, в общем-то, помогает даже жить и выживать вот даже вот в другой стране. Хорошо. Будем заканчивать. Время у нас уже 80 минут. Да, 81, 82. Как вы вчера, ну, у вас там было очень-очень жарко, конечно, у меня не так. Ну, плюс у меня еще другая репутация, плюс я женщина. Сексизм. Вот. Начали, как говорится, с сексуальных домогательств, закончили работой водителей грузовиков, дальнобойщиков. Вот. Так что да, у водителей дальнобойщиков тоже есть сексуальное домогательство, как эти. А, кстати говоря, у них есть стикеры, они прикрепляют, по-моему, называется No Lizard. That's correct, Jerry? Is it the stickers No Lizard, it's mean no prostitutes? No lot lizards. Да, видишь, да, слышишь, да? No lot lizards. Это типа того, что стикер такой есть, они прям иногда продают на остановках, и иногда видишь это самое, приклеенные у водителей вот эти стикеры No lot lizard, имеется в виду, если проститутки, они, в общем-то, знают, что это значит такое, если они видят, что такой стикер прикреплен, то нет смысла подходить и там начать домогаться до этого водителя. Вот. Но в основном они все такие очень жалкие, понимаешь, их только нужно жалеть, потому что так, видать, жизнь распорядилась, и они вот выбрали такую дорогу в жизни, что они решили пойти заниматься проститутством. Ну, и все это не от хорошей жизни. Так что, Дмитрий Анатольевич, спасибо большое, то, что вы опять нашли время. Оставлю я это
Спасибо за Наш приглашение. О, хоть с тобой поговорить есть. Вот. А, Жаль, конечно, что людей у нас было мало, но ничего страшного. Люди Назар, приходили, да, люди приходили и уходили, но ничего страшного. Как бы в записи они могут посмотреть, послушать, а какие там законы в Америке насчет сексуальных домогательств. Ну, в принципе, знаешь, они уже наслышаны, эти все дела против Билл Косби, он актер, тоже ваш голливудский товарищ, вот, Вайнштейн, ну, да и про других тоже очень много. Вообще, ты знаешь, они все молчат до поры до времени, а как только ты заработал хорошие деньги, у тебя имя, так все, они начинают вспоминать все угодно. А где ж ты был за эти 20 лет-то? Почему ты сразу же не сказал? Понимаешь? Вот. Это меня иногда удивляет. Хотя, ну, многие об этом не говорят, потому что не хотят потерять работу, не хотят потерять роль, не хотят там много разных причин. Вот, не время там говорить. Но просто человек, который домогается, ему или же ей всегда нужно помнить о последствиях. А что может случиться спустя там некоторое время. Вот так вот. Поэтому ладно, желаю всем доброго здоровья. Чалалан. Тажалаком. Тыланына. А, Будьте, как говорится, здоровы и счастливы, берегите себя, а, и будьте аккуратнее, если тем более если вы находитесь в Америке, всегда помните about sexual harassment, значит, про сексуальное домогательство. Лучше лишний раз промолчать и не говорить комплименты, потому что этот комплимент или же какой-то легкий флирт может оказаться для вас потом впоследствии очень негативно отразиться и на вашем здоровье, и семейную вашу жизнь может разрушить, и все что угодно. Вот. И потом будешь там: "Зачем я это сделал или сделала?" Или вообще. Ах, так что вот так что. Что хотите добавить? все. Счастливо всем оставаться. Да, так, это у нас 2 часа 27 минут, у вас это Полдв сколько? Полдвенадцатого. Да, ну, 12 только будет, Да. 11, и 11:27, да? Да, вот. Ну, все тогда, Мгм. заканчиваем. Всего Всё. доброго. Давай, спасибо большое. Всем привет вашим.